Дорогие друзья, поздравляю вас с возвращением домой и с переходом на настоящее время. Это наш с вами праздник. Ура! Стрелки часов на башне Симферопольского вокзала почти 3 года показывают московское время. Полуостров от материковой Украины отделяет лишний зимний час и прерванное железнодорожное сообщение. Когда-то у этого табло собирались толпы туристов. Поезда соединяли Крым с разными городами Украины и России. Были даже прицепные вагоны до Варшавы и Берлина. Сейчас направление на Берлин указано разве что на этом поезде из прошлого. Теперь поезда не выезжают за пределы Крыма. По полуострову курсируют в нескольких направлениях. Выбираем электричку Симферополь-Евпатория. Покупаем билет за 58 рублей и в путь. Пассажиры в электричке хоть и немногочисленные, но разговорчивые. Ну не как раньше было. Раньше вот ехали, вот люди, все, вот как-то интересно было ехать. А сейчас вот никого нет. Почему нет, мы не знаю. Ну, конечно, более интереснее, когда хорошие вагоны, более мягкие. Вот был сегодня утром хороший вагон, мягкий, удобство было, все очень хорошо. Вот раньше при Украине через каждые там 15-20 минут электрички ездили. А сейчас вот, чтобы в Евпаторию попасть мне на электричке, 1 рейс всего. Как так это? Вот почему сейчас запах такой появился, туалетом пахнет, говном. Извини за выражение, я люблю правду говорить. Вот сейчас едем и вот подуло, да. Чтобы пассажирам лучше дышалось и удобнее сиделось, нужны деньги. На эти цели Крымская железная дорога не зарабатывает. Только в прошлом году потерпела убытки на сумму 5 миллионов рублей. Насколько эта цифра выросла сейчас, чиновники не уточняют. Сегодня перевозки в Крыму пригородные, убыточные, как и по всей России. Вот. И задача их вывода на безубыточный уровень, в том числе и путем покрытия дотаций из бюджетов субъектов федерации, наша основная задача. В крымском Минэкономразвития думали даже передать Крымскую железную дорогу в частные руки. Правда, потом арестовали министра. У крымских рельсов, шпал, вагонов и земельных участков, оказывается, уже есть владелец. Это Укрзалізниця. У нее якобы украли имущество более чем на 2 мільярда гривень. Придніпровська залізниця, як балансоутримувач цього майна, зверталася і до Генеральної прокуратури України неодноразово, причому до Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки. Новий менеджмент Укрзалізниці аналізує всі рішення, можливі сценарії та наслідки позову до Росії стосовно майна залізничної галузі, яке залишилося в Криму. А пока полуостров остается железнодорожным тупиком. Многие крымчане уже и забыли, когда в последний раз ездили на поезде. Я пенсионерка и уже давным-давно не пользуюсь ни железной дорогой, ни другими видами транспорта. Я не пользуюсь. Вообще уже много лет не пользовалась. Мы как бы на машине ездим. Так, если бы за пределы Крыма, то да, возможно. А по Крыму нет смысла, спасибо. Вообще не сталкиваемся с железной дорогой, извините. Открыть железную дорогу, да, как было раньше. Как было раньше, вот именно. Так, как раньше, не будет. Восстанавливать сообщение с полуостровом в Укрзалізниці не собираются. До тех пор, пока там не смогут гарантировать безопасность перевозок и не вернут украденное имущество, железнодорожные ворота Крыма останутся закрытыми. Алена Сорока, Егор Устинов для Крым Реалии.